Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Сюрдикёль Массейра. Приветствую всех. Сегодня 12 февраля 2021 года. С вами снова я на канале Reality Орти Аслан. И сегодня мы много о чем поговорим интересном. И, конечно, я буду отвечать на ваши вопросы. Итак, всех приветствую. Неуловимый Джо, Лон Вольф, Ури, валейкум ассалам, Шавега Машвой. Итак, сегодня несколько тем я хотел затронуть. Как найти Машвой, валейкум салам. М6, валейкум салам. Давайте сразу перейдем к делу, пока все собираются. Я сейчас найду то видео, которое я вам хотел в начале показать. Видео это было показано, оно короткое, буквально 10 секунд. В 2014 году, когда Путин только-только напал на Украину, а Россия вторглась в суверенное государство очередное, Путин встречался там с народом. И одна женщина, у которой на руках был маленький мальчик, там, лет 3-4, наверное, максимум 5. А мальчик, который был у нее на руках, сказал Путину, все стоят, слушают, что-то Путин ему говорит, он ему говорит: палачина, палач. Чего, говорит, не понимает Путин, переспрашивает, чего? Опять говорит: ты палачина, палачина, палачина. И это, мне кажется, из уст младенца глаголит истина, как говорится. Мне кажется, это очень такой показательный и важный момент, когда ребенок называет в лицо и несколько раз повторяет. Давайте посмотрим это видео. И скажите заодно, как звук там, напишите, как звук будет на самом видео. Так, это Russia Today. Ну и поехали. Палатина. Палатина. А что там случилось? Палатина. Ты про что? Палатина. Вы видели? Все удивились. Ты про что уже? Мама или бабушка уже испугалась. Как там со звуком, скажите, как было? Али звук мою. Давайте еще раз послушаем. Палатина. Что случилось? Палатина. А что там случилось? Палатина. Ты про что? Палатина. Палачина. На самом деле в России нашелся один русский мужик, которому 3 года. Ну, наверное, будем ждать, пока нынешние вымрут и нормальные, и мужественные подрастут, которые будут называть палачину не вором, а палачом и убийцей, массовым убийцей. Так, Мухазер, нормально звук и видео, все отлично. Так, это видео можно закрыть. И хотел бы вам тоже рассказать по ситуации, которая сложилась. Идет разбирательство по делу возбужденному, написанному заявлению правозащитниками, поданному в Следственный комитет на высказывание российского гауляйтера Рамзана Кадырова о том, что правозащитников, которые критикуют власти в России, во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия, нужно убивать, сажать за решетку, делать еще что угодно, сказал тогда Рамзан Кадыров. Давайте я покажу это видео вам сперва, что он тут говорит.
И потом можно будет показать еще одно видео, которое тоже очень ложится в одну канву с тем, что тут говорит Кадыров. Так, я, наверное, себя должен буду убрать, чтобы вы могли читать титры, так как тут есть титры. Вот так вот. Так, все видите, отлично. Те, кто нарушает согласие между людьми, сплетничает и чинит раздоры. Давайте послушаем, что говорит Рамзан Кадыров. Это в 2018 году, он говорит, 2 года назад. Закон, конституции, демократии – это есть благополучие населения. А дуния синц арах дякчи, хо дуния мелдол закон гал дякчи дон. Честь задевати, так мы чавитро, деле дуасан деле, чина деле, урагна любит руать дон. Он дячи, استوان بشه دون، استوان دست نهید. هو اسمه дуния мелдол наказание, это его же дастон. ويدايش دون، прям сюда чуть бортон. شدون، تيت عادة شد، честь вернуть их дастон. Ну, лиру, когда он шоу-то пошел, сохи куда волок. Прям заходят в суды, он говорит, наши отцы заходили, да, вы сейчас слышали, и там свою кровную месть делали. Да, такие случаи были, но глава российской администрации заявляет, что прямо в судах надо убивать. Это уровень России вообще, в принципе, и то, что нам русские принесли. Надо заметить, сейчас я включу себя. Тут нужно заметить, что Кадыров, гауляйтер, установленный русскими, это их законная власть. И возьмем, к примеру, Аслана Масхадова, чеченскую законную власть, которую народ избрал. Так вот, чеченского президента Аслана Масхадова вызывали в суд, и на суде он давал показания, объяснял по тем и другим обстоятельствам, в которых его в чем-то там заподозрили или в чем-то там пытались уличить. Конечно, Аслан Масхадов был полностью оправдан, и ничего это дальше не последовало, но сам факт того, что президент Чеченской Республики Ичкерия, который был намного сильнее в военном плане, в моральном плане, нравственном, духовном, во всех планах человек, за которым стояли свободные чеченцы, пришел в суд, законно избранный, прошу заметить, не назначенный Москвой или кем-то, или подтасованный вот с этими выборными бюллетенями. Этот человек пришел в суд, а кадыровский, точнее русский гауляйтер, русский губернатор говорит, что в суде надо убивать. Да, кто-то убивал, когда была советская власть. Я знаю такого человека, знал такую семью, у которого, да, когда убили человека, в суде там отомстил за своего там родственника убитого. Но это была оккупационная вражеская власть. Он сам не был губернатором, как бы, и понес за это наказание. А тут человек, который Россия назначила гауляйтером, управляющим временно оккупированной территорией, как когда-то нацисты ставили своих гауляйтеров, который признает, я это Россия, Россия это он. Да, сейчас обрежет, что я тут сказал, конечно же. И будет потом на разных сайтах выкладывать. Вот эти люди... Вот это и есть Россия. Это никакой не кадыровский режим. И какие-то там подонки, мерзавцы играют в ворота России для того, чтобы режим устаканился, узаконился и так далее. Нет никакого там, кадыровского режима, чеченских властей, чеченской полиции. Все это российская полиция. Чеченцы это мы. Люди, которые имеем свое государство, которое временно оккупировано. А вот эти люди, вот эти Кадыровы,
Это мерзавцы, подонки и предатели, которых сами русские не любят, как предателей. Без сомнения. Даже те, кто им пользуются, они его не любят, не говоря уже о нормальных людях. Даже те, такие же, как он, которые им пользуются, или хуже даже, чем он, они его не любят. Потому что он предатель, и они всегда останутся предателями. И это не важно, чеченец это или там папуас. Предал, все. Во всех народах, у всех народов всегда предатель есть предатель. Так, давайте дальше послушаем. Masu молодежь организации. Мы сейчас взаимодействуем с главным. Закон Дона, моду. Закон, конституции, демократии. Это есть благополучие населения. Но самое интересное в настоящее время, под конец, когда он он говорит, переводит дословно. Закон, конституция, демократия, он говорит. Да? Всего, что нет в России, то, что не уважается в России. Вот это все он произносит и говорит that's the on. Ну, это такое слово паразит в чеченском языке. И в настоящее время переводит закон, конституция, демократия дословно. That's the on. В настоящее время учите чеченский. Ну, пойдемте дальше. Смотрите. Рамзан Кадыров по указанию своих хозяев из России, как-то ему нужно устанавливать эту задачу, перед ним поставили, ему нужно в Чеченской Республике, чтобы все подчинялись, ничего не говорили. Именно поэтому мы видим, что чеченцы очень мало выступают и мало говорят о защите своих прав. Ну, я надеюсь, что скоро появятся. Есть, я знаю, эти засадные батальоны, которые сидят, ждут сейчас момента. И я думаю, скоро, когда сейчас начнет меняться, засадные батальоны выйдут из своей засады и пойдут в атаку. По крайней мере, я в это надеюсь на это очень сильно. Так вот, когда Рамзан Кадыров сказал именно вот это по заданию своих русских хозяев, в Дагестане были другие, такие же, да, они как бы взаимодействуют там и так далее. Их общая задача удержать Кавказ в подчинении. И по невероятному стечению обстоятельств, те люди, которых убивает Рамзан Кадыров, Россия, записывают, редкостное сообщение. Вот они не записывают уже давным-давно, да, реально, кто воевал, искренние, честные, которые не были агентами, да, или полезными идиотами. По большей части все погибли. Некоторые уехали за границу, некоторые там где-то как-то спрятались, но сейчас уже практически сопротивления того не осталось. Да? И в этот момент, в этом сопротивлении появились сейчас люди, которые нам рассказывают, что убивать нужно правозащитников, людей, которых... Вот послушайте сами, это просто такой бред. И именно это сделано в 18 году, 18, по-моему, это году, в 18 году, то же самое, когда это начал Рамзан Кадыров говорить, вот именно в это время появились вот эти парни. Может быть, они арестованные, может, их посадили, может, это сотрудники полиции. Точно тут не поймешь. Но ясно, что это или клинические идиоты сидят там, или же эти люди работают на Россию и на интересы России. Давайте послушаем, что говорят эти прекрасные молодые люди. مهاجرون وانصار يسابقهم عزم الرجال فيسهم البذل والجود. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, братья. Хочу обратиться к вам от лица исламского государства, что мы стали свидетелями задержания. Эти люди представляют, скорее всего, это менты. Скорее всего, это менты. Дагестанские менты. Но представляют, они, да, может быть, среди них есть полезный идиот какой-нибудь, но вот когда вы послушаете, что они говорят, вы поймете. Это самые настоящие фашисты.
искренне они на этом пути, или это ментовской развод, это самые настоящие фашисты. Фашисты 21 века. Это ИГИЛ, это дочернее предприятие фашистской КГБшной, ФСБшной организации. Чтобы вы понимали, чтобы там не было двоетолков по поводу этих персон. Под подчинением Кафырова, некого правозащитника. Слышите, в Чечне муртады под управлением Кафырова. Короче, как рассказывает нам Кавказ-центр, точно так же он все это повторяет. И, по всей видимости, это такой, трюк, надо сказать, Кафыров плохой, иншаллах, там, ля-ля тополя, и все, и после этого тебе все верят. Ну, посмотрите, что он говорит. Аюба Титиева. Мы видим, что США всеми силами давят этих муртадов. И сейчас они все в панике из-за этого. Это играет нам на руку. Все, кто имеет доступ, братья правозащитникам с громкими фамилиями, должны их убивать ради Аллаха. Кто бы не убил их, все подумают над громкими фамилиями, должны их убивать ради Аллаха. Ага. Значит, убивать надо правозащитников. Кто бы что ни делал, громких правозащитников нужно убивать. Внимание, слушайте дальше. Кто бы не убил их, все подумают на Путина и Кадырова. Кто бы не убил, подумают все Путина на Кадырова. Но только один момент. Эти 4 молодых человека уже раскрыли эти планы. Теперь уже любому идиоту понятно, что не подумают на Путина и на Кадырова. По крайней мере, российское следствие пойдет именно по направлению вот этих людей. И это их не смущает, что они открыто об этом говорят. Если вы такие мужчины, вот эти 4, которые сидят и собираются убивать правозащитников, которые защищают людей с громкими именами, ради того, чтобы... идите убивайте. Зачем вы сидите и видео записываете? И вы даете секреты. Теперь уже же никто не подумает на Кадырова и Путина. На Кафырова, как ты говоришь, и Путина. Не подумаете? Но это вот этот спектакль. Одновременно с этим говорит Кадыров. Вот что, потом завтра скажут, когда убьют какого-то правозащитника, это убили вот эти. Нет. Это убивают российские спецслужбы. И эти люди являются их непосредственными или же полезными идиотами, или же сотрудниками непосредственно вот этой организации. Но в любом случае, это преступники. Мы сможем расшатать ситуацию в России до выборов. Может. Аллах поможет вам в этом благом деле. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Так. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Тем самым мы сможем расшатать ситуацию в России до выборов. Пусть Аллах поможет вам в этом благом. Мы сможем расшатать до выборов, говорит, ситуацию. Пусть Аллах поможет вам. То есть он сам не собирается ничего делать. Мы сможем расшатать, но только вы должны убить этих известных правозащитников. Вот приблизительно, что говорит вот этот преступник. Так, это я вам показал. Давайте сейчас перейдем к вашим вопросам и вашим комментариям. И дальше можно будет уже общаться. Так. Так, господа, сейчас я открою наш эфир. Так, все, я вижу. Так, давайте пойдемте дальше. Читаем комментарии. Бухтияр Хису. Почему позволяете Кадырову и кадыровцам творить беспредел в стране, и интересно, чего вы ждете? Бухтияр Хису, мы ждали, пока как раз ты нам сейчас это не посоветуешь и не спросишь. Большое тебе спасибо. Хорошо, что ты зашел на наш эфир и нам задал такой вопрос. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Какое видео, как найти, ты спрашиваешь? И кадыровское видео, и вот этих игишевцев, это видео 2018 года.
Делер Саламашкуль Хун, как найти леди, так заученный текст, как найти. Гамаджоба всем, Гамаджоба Асан. Гагимаджо Заза, приветствую тебя. Так, чеченский след, создай на своем. Так, это не мне, так, 4 клоуна, говорит, чеченский след, Рязанский Сахар. Пишу аудлащу. Да, М6, это российский ИГИЛ, русский ИГИЛ. Как найти, смотрящий вот, мне тоже кажется, что старое. Икенты это старое видео. Да, это 18-го года, оба видео 18-го года. Просто сейчас идет суд над высказываниями Кадырова, не то что суд, подано заявление, и сейчас идет тяжба, да, там отказывают, правозащитники пытаются там как-то повлиять на то, чтобы дело было выиграно, но там делу выигрывать вообще нечему. Человек прямо, губернатор российский, русский губернатор, садится и заявляет, что всех правозащитников, которые дискредитируют республику, там, власти, нужно убивать, сажать тоже нельзя, убивать это большой грех, там большое страшное преступление, но сажать тоже преступление, если вы ничего не сделали, если вы защищаете закон, у вас нельзя сажать, делайте что хотите, потом говорит Кадыров, делайте что можете, это значит избивать, запугивать, шантажировать, ну и так далее. Так. Обар говорит, почерк ФСБ, точно дагестанский акцент. Но ФСБ мы говорим, Обар, не всегда это бывает ФСБ, чтобы мы понимали. Там есть вообще по Чеченской Республике все эти кадры, которые убийц вот этих все накапливалось. При помощи РОШ, региональный оперативный штаб, да, куда входили все вот эти главные убийцы, начиная от Патрушева и всеми остальными. Но там есть ГРУ, который тоже подчиняется РОШ. ФСБ, который также, как подчиняется центру, также подчиняется и РОШ на места. Там очень сложная система, она есть запутанная, противоречивая, не очень эффективная, но она работает. Вот они ее выработали, набрали кадров и убивают. Как так? Леди 74. Аслан, ну ты мозг, да, алдиканс, дуква, уэло. Да, леди. Смотрящий, Заза, все хорошо сам. Так, как найти, расшатать, что Кремль создать врага. Путин побеждает врага, и опа, Путин герой. Да. Это очень такие простые парни сидят, да. Говорят, мы будем убивать, желаю вам удачи. Да лама, я колдушна душу. Я Аллах дейла. Очень умные, очень мудрые люди, короче. Говорит, надо убить правозащитников громких, чтобы подумали на Путина и Кадырова. Причем сидит и сам это рассказывает. Да, они потом убрали это видео, оно не получило такой огласки, они не замочили никакого правозащитника, тогда, по крайней мере, громкого кого-нибудь не слышно было, чтобы замочили. Аюба Тетиева тогда посадили, и, видимо, вот из-за того, что оно у меня и в Фейсбуке, я это видео видел, оно у меня там есть, и я его сегодня, оно мне Facebook напомнил о 2-летней давности, то, что у меня происходило, поэтому я вам решил это показать. И как раз совпало с тем, что вот в эти дни правозащитники, там Олег Орлов, там и Мемориал занимаются вот этой тяжбой с Кадыровым, который там считает, что нужно убивать, сажать и делать все, что они могут с правозащитниками. Ну, делайте, что вы можете. Мы будем делать то, что можем мы. Так. Адам ТМ. Асна, это новое? Нет, это не новое видео, это старое видео. Шульдамаг, неужели есть такие тупоголовые, которые поверят этим провокаторам? Конечно, есть. Конечно, есть, Шульдамаг. Да, сегодня они есть, сейчас они есть. И верят вот в эту всю ложь и пропаганду.
Так, Тайсам Поланкой. Ассаламу алейкум. Ва алейкум салам, Тайсам. Путин играет за радикализм, ему это выгодно. Да, конечно, все то, что сделано Путиным, оно построено вот на этом радикализме, на этом терроризме и так далее. Знаете, как бандиты наезжают на какого-нибудь коммерсанта, бизнесмена, создают ему проблемы и потом сами же их решают. То же самое, в принципе, делает Путин и ФСБ. И всегда этим занимался. Это не изобретение Путина. Да, Путин это такой средней руки, да, умный человек, да, такой среднячок на самом-то деле. Да, хорошо, язык подвешен, логически умеет. Ну, самое главное и самый его главный козырь, это он всегда врет. Всегда врет. Поэтому главное, чтобы когда врет человек, они так это делают, главное никак не выдавать себя. Вот вам говорят, вы только что солгали, вы лжец, вот смотрите, вот факты, вы солгали. Вы не должны сказать, о боже мой, я виноват, извините, там, опозориться там, и так далее. Вы наоборот должны сказать, нет, вы что, это не так. Нет, нет, вы что. И все, и ничего против вас нельзя сделать. Точно так же, как сейчас занимается агент Тузик. Точно так же он себя ведет, потому что их так обучают. Они так это все рассказывают. Они все что угодно могут говорить. Вы помните, как Имрану Алиеву пришел человек домой? Вот если бы вот недавно запись была, я ее могу, кстати, дать послушать. Имран Алиев и Далгеш Дуэксон, Далде Алволь, его убийца вот этот, Мамиханов, да, по-моему, или как-то его была фамилия, звонят Минкаилу Мализаеву и говорят, давай подтягивайся, мы увидимся, там, то все. И Минкаил Мализаев, которого точно так же матом оскорбляли дочерей Рамзана Кадырова, вы можете представить, чеченцы? Звонит этот ЧГТРК Грозный, которые здесь вот эти пропагандисты. Слава богу, все, заткнулись они с тех пор, больше их тут нет. И директора ЧГТРК Грозный тоже сняли с поста после этого. Заменили на другого там, сейчас у них другой. Они матом на дочерей Рамзана Кадырова говорили и так вошли в доверие Минкаилу Мализаеву. Минкаил Мализаев пригласил их к себе, они сказали, мы тебе поможем, там, то все, пришли, избили его, ну, начали уже угрожать, записать видео, чтобы он извинился и так далее. Он сделал аудиозапись, ну, когда это он голосовой им отправил до того, как приехали. Потом они его заставили еще одно голосовое записать, ну, видео снимать, короче, он себя не дал, там, да, там, крутил, вертел и так далее. Не дался, короче говоря, чтобы сняли видео. Но он был потрясен тем, как он потом мне это рассказывал, как они оскорбляли дочерей Кадырова. Ну, дочерей за что? Зачем это говорить? Войти в доверие. Вот так они входят в доверие. Вы знаете, как они экзамены сдают? Самое главное оружие сегодняшней России, да и, наверное, всегда им оно было у них, это ложь. Этот масштаб лжи, уровень лжи, это так высок, что нам, ну, обычным простым людям, простым чеченцам, по крайней мере, это вообще в это трудно поверить. Это мы считаем, что это невозможно. Я тоже так считал. Я тоже считал, нельзя так врать. Не может мир быть таким лживым. Не может быть русский мир таким лживым. Там ложь до лжи. Да, везде врут, я никого не считаю святым, и чеченцев я не считаю святыми. Но тот уровень лжи, например, на экзамене я рассказывал, когда вы сдаете экзамен, вы должны там рассказать историю 3 экзаменаторам, какую-то невероятную историю, в которую эти экзаменаторы должны поверить. Они будут вам задавать наводящие вопросы, они будут вас пытаться, они знают, что вы лжете, но при всем при этом они как бы логически пытаются вас зажать, да, вопросами. И отвечающий студент должен пытаться как-то уйти. И вот он должен убедить, не дать ни одной зацепки. Это на самом деле так преподают в их университете, в их вузах. Вот этих спецслужб. Это абсолютная правда.
И он должен доказать, вот учат лгать, актерское мастерство, как он себя ведет. И вот он загоняет, он отвечает на вопросы, и все, у экзаменаторов нет больше вопросов к нему. Да, согласились. И в этот момент ему дается 5 минут, представьте, и он должен придумать новую историю, которая должна противоречить предыдущей, которую только что он отстаивал, но быть такой же убедительной. И вот если вот только что вы соврали, вас пытались поймать, вас там закидывали вопросами, обкладывали острыми, трудными вопросами, вы как-то вышли из этого и придумываете другую историю, рассказываете, которая противоречит предыдущей, просто задумайтесь, какой уровень лжи. Вот так они лгут. И мы это должны знать. Мы должны быть к этому готовы. И именно из-за этой лжи, вот среди чеченцев говорят, бац, ага, барт ванюк абушун, ванюк иртишам байна. Доверие теряется. Точно так же и среди русских в России потерялось это доверие. Вот какой вред наносит эта ложь. Именно поэтому она так запрещена, эта ложь. Во всех религиях, в том числе и в нашей религии. Она категорически запрещена. Вплоть считается, что он вообще не из нас тот, кто лжет. Не может человек лгать. Ну, на войне как бы считается, что можно лгать, но на войне противнику, а не своему народу, там, людям. Россияне же сюда вроде бы как свои у них. Вот они и так дурят. Ну ладно, нас, мы-то враги, нас они там не любят. Смертельно причем. Ну ладно, пойдемте дальше. Вот приблизительно, чтобы вы понимали уровень лжи, я вам немножко раскрыл. Так, перемотаю, все. Так, пойдемте дальше. Да, ты лжи, сам Геббельс в гробу перевернулся. Да, они учились у Геббельса, и они были и Геббельса научить. Как найти? Я тоже жестко хаю Дыркина и желаю смерти ему его роду. Это что? И на меня может быть подозрение? Как найти? Нет. Я тоже хаю Кадырову, да? Мы говорим правду, да? Я имею в виду, что только лишь хаяние еще не делает человека на правильной стороне. Потому что этим спекулируют. Вот о чем я хотел сказать. А так, мы говорим правду. Мы не хаем Кадырова, мы не оскорбляем его семью, как делали вот эти ЧГТРК Грозный с Микаэлом Ализаевым. И женщин мы не трогаем, вообще семью не трогаем, это вот нас вообще не материмся. И это, а вы видели Адат? Адат есть такой, который стал известным на бутылке. Благодаря бутылке стал, вот они вот так раскрутились. Вы видели, что там произошло? Это же все надо видеть, это же надо засекать. Я не знаю, что стало с тем парнем, но раскрутка этого Адат произошла на бутылке. Бутылочный адат. Так вот, этот адат это значит закон. Наш чеченский закон. Для тех, кто не знает. Вот этот адат, такие матершинные слова употребляет, в том числе в адрес Кадырова, что это не соответствует нашему адату, как они говорят, нашим законам. Этот адат не соответствует. Я из этого делаю, да и видно, кто за этим стоит. Никого не известно, где эти все герои, да, где сказать, что это мое, я этим занимаюсь, там, и так далее. Да и известность как получилась. И опять там же появился Бутылкин. Бывший лорд, ныне сейчас Бутылкин. Этот Магомед Даудов. Раньше он Тимур Даудов. Вот, ему повезло, меняет он свои названия. Точно так же раскручивался предыдущий вот этого адата. И это будет вот этот Тузик, агент Тузик.
вот точно так же они раскручивают свои. И нам нужно заполонить все вокруг, нужно заполонить их информационным полем. Просто вот, нам нужно завалить этим всем. Но мы бдим, мы смотрим, мы наблюдаем, выявляем, составляем списки всех этих каналов. И, конечно же, так просто мы не позволим нас обманывать. Да, Аль-Мулла. Мы не утверждаем, что все противники, конечно, работают на Россию, там, на ГРУ, на ФСБ, там, на РОЖ, ну, короче, на Россию. Мы это не утверждаем. Есть абсолютно адекватные, абсолютно правильные люди. Есть кто-то ошибается. Есть кто-то ошибается. Ну ладно, давайте дальше. Так, чеченцы Дагестана за Ичкерию. Асан смотрел новый документальный фильм «Искусство шпионажа». Все как есть рассказывают про российских шпионов. Да, чеченцы Дагестана за Ичкерию. Я смотрел этот фильм. Мне понравилась больше всего вторая серия. Там буквально по 30-40 минут. Всем советую. Фильм называется «Искусство шпионажа». 2020 год, по-моему. 20 или 21? 20 год новый. Этот вы можете найти, посмотреть. Фильм, конечно, очень правдивый документальный фильм про спецслужбы. И там все от и до все рассказывается. Начиная от взрывов домов, заканчивая там новичками, полониями и так далее. И что невероятно, наконец-то американские спецслужбы, а этот, без сомнения, фильм снят американскими спецслужбами, потому что там принимают участие ветераны спецслужб американских. Наконец-то они начали называть вещи своими именами. Я не считаю американские спецслужбы там матерью Терезой, какими-то правильными и так далее. И вообще я не считаю, ни одни спецслужбы в мире не могут быть там справедливыми, абсолютно справедливыми, там, гуманными и так далее. Конечно, там есть, это суровый мир, тем более они имеют дело, в этих спецслужбах, имеются дело с очень плохими парнями, как они говорят. Но я думаю, наши чеченские спецслужбы должны будут вести себя соответствующим образом в сложившейся обстановке. Но то, что делают российские спецслужбы, что делает КГБ, ГРУ, ФСБ, этому вообще нет ничего в равности, в подлости, лживости, нет равных просто. Хотя обманывают все спецслужбы, это их конек. То, что делают русские, никто не делает. Так вот, американцы не говорили, если вы помните, я общался с Дэвидом Саттером, и он там сказал, что вот он заправил ФБР запрос или в ЦРУ, какие-то спецслужбы, и попросил бы доставить документы мне, дайте мне документы по поводу взрывов домов 99-го. Ему не ответили. И я когда читал, Карамурза есть такой один, его отравили. Пару раз, по-моему, вот даже травили, не могли никак убить. Вот его дело тоже ФБР там тормозит. Хотя, видимо, ФБР имеет информацию. Потому что я так теперь понимаю, что в России агентуры и сторонников не обязательно быть агентурой. Достаточное количество у американцев в России. Есть, в этом можно уже не сомневаться. И вот в этом фильме «Искусство шпионажа» там американцы, спецслужбы, самое главное, журналисты, политики, там, кто что говорил. Но спецслужбы начали называть вещи своими именами. И мы очень надеемся, что в ближайшее время будет суд над этими преступниками российскими, начиная от Путина, заканчивая Кадыровым, Стрелковым, Гиркиным,
там Дугиным и другим мерзавцам, фашистам и преступникам. Очень на это надеюсь. Так. Давайте перейдем к следующей теме. Так, где же это было видео? Вот это видео. Ну вот, смотрите. В Буйнакске произошел взрыв дома. Да, убили российских военнослужащих. Своих же. Взорвали. Женщин, детей, вообще без, не моргнув глазом. Вообще спокойно, как и положено, палачам и палачинам. И вот на НТВ 18 сентября 1999 года, это видео есть на канале «Чеченский след. Рязанский сахар», выходит вот такой видеосюжет. Ответственность за теракты в Москве и Буйнакске берет на себя освободительная армия Дагестана. События в Буйнакске и в Москве – это акции возмездия за террористические акции русской авиации против мирных жителей Дагестана и Чечни. Ответные действия, которые мы предприняли в Москве и в Буйнакске, носят предупредительный характер. Несмотря на это, русские продолжают бомбить мирных жителей. В Карамахе убито много детей и женщин. Мы заявляем, что ни одна бомба русских летчиков не останется без ответа. Ни одна жизнь наших детей и женщин не останется неотомщенной. Смерть будет за смерть. Освободительная армия Дагестана. Вот вам здрасте. Освободительная армия Дагестана. Куда она делась, эта освободительная армия Дагестана, после того, как были события в Карамахи и Чобанмахи? И давайте еще одно видео с канала «Рязанский след. Чеченский сахар» вам продемонстрирую. Уровень правовой культуры. Послушаем Путина. Он способствует росту терроризма, к сожалению. И мне тогда, кстати, не понравилось, что он нисходительно пренебрежительно всегда говорил об электорате. Он говорил пренебрежительно, что вот, Сереж, то, что вы покажете, то и будет. Эти люди ничего не узнают, да им не надо знать. Вот, если вы не покажете, это же не было, правильно, Сереж? Он мне говорил. Вот это его фраза. Если вы не покажете, это же не было, правильно, Сереж? С момента, как я узнал об этом взрыве, я смотрел до тех пор, пока, в общем, не наступило утро, потому что, мне кажется, вот телевидение давало для нас такую чудовищную сопричастность к чужому горю, ты просто, вот, мне кажется, заболеваешь, и потом после этого надо лечиться. 300 people were killed in the explosions. Russia had never known attacks on this scale. Even today, no one knows who was responsible. At the time, the authorities immediately accused Chechen terrorists of the attack, provoking a wave of xenophobia. But there's another popular theory implicating the FSB, Putin's former ministry. Мы до сих пор не знаем всей правды об этой ситуации. Но то, что некоторые, допустим, их представители могли быть в курсе планируемых чеченцами этих, и использовать это обстоятельство. Но то, что оно было использовано в политических целях, это понятно. It was a turning point. 3 days after the first explosion, Putin met President Clinton and presented him with a detailed battle plan. He sat down with President Clinton and drew a map of Chechnya and told him, what Russian operations were going to be like. And we couldn't make much sense of it, but it was clear from what he communicated there that he was
seeing this issue as his most important one in his portfolio. When he spoke to the press, Putin reverted to old-style Soviet-era KGB language. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. И что могут сделать простые люди? Хотя бы проявить бдительность повышенную. Это сделать нужно всем обязательно. After he returned to Russia, Putin no longer spoke of terrorist groups, but began to blame the Chechen nation. Сегодня Чечня, оставаясь частью российской территории, является собой своего рода международную аномалию, якобы законно существующий огромный террористический лагерь. Putin justified his order to the army to bomb Chechnya in an unorthodox manner. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос. Вот эти слова Путин говорит именно в тот день, когда в Волгодонске 22 сентября заложили бомбы ФСБшники, одна женщина и двое мужчин. И на второй день, 23 сентября, именно 23 сентября 1999 года, говорит он эту речь, эти сотрудники ФСБ задержаны Рязанской полицией и ФСБ. И тогда выяснилось, что люди, которые задержаны, звонили в Москву по телефону, принадлежащему ФСБ. И, по всей видимости, понимая, что теракт раскрыт, мешки обнаружены со взрывчаткой, те ФСБшники специально позвонили в Москву, чтобы их не ликвидировали, чтобы уже было какое-то доказательство, что они связаны с ФСБ. Их могли моментально ликвидировать. И мне кажется, они просто себя таким образом подстраховали. И в этот день, 23-го, когда задержаны, уже сутки вся Россия, все спецслужбы России, все военные, особенно в Рязани их огромное количество, все прекрасно знают, что ищут террористов, скорее всего, чеченцев. Уже сутки все знают, что подготовка теракта была, и эта взрывчатка обнаружена и так далее. На второй день, когда задерживают ФСБшников, выходит Патрушев. Сперва министр МВД Рушайло заявляет, что предотвращен террористический акт. Через несколько минут уходит Патрушев с этого заседания, где они все там сидят. Директор ФСБ Николай Патрушев, русский Фредди Крюгер, выходит и говорит, что это были учения. И в этот же день Владимир Путин заявляет, что мы террористов будем везде мочить. И в этот же день начинается массированная бомбардировка Чеченской республики Ичкерия, окрестностей города Джохара и других мест Чеченской республики. То есть 23 сентября русские в лице русского царя, террориста Путина, объявляют войну суверенному, независимому чеченскому государству. Хотя война, невидная, скрытая война, не прекращается ни на один день с момента подписания с русскими договора о прекращении огня в Хасавюрте. Вот вроде бы с того момента прекращение должно быть, и потом договор о мире в 1997 году, подписанный Масхадовым и Ельциным. Вот все это время ведется против нас война, не останавливаясь ни на один день. Но открытая акт агрессии, нарушая все договора, уже открыто, где нельзя уже крутить, вертеть хвостом, как любит вот эта собака женского рода в лице Путина говорить, делать, нападает открыто 23 сентября 1999 года. Сказал, придумал, молодец. Потом очень проверял на мне. Вот такое, может быть, отчасти даже такое кокетство. А вот я думал, может, не надо, может, не стоит, может, я слишком резко.
Я говорю, да нет, это как раз очень удачно, потому что это качественно и понятно. Это всем понятно. А главное, это эмоция. А нельзя все время вести себя, как размороженная треска. On the 1st of October 1999, the Russian army invaded Chechnya. Public opinion supported the new war. Vladimir Putin rose to 15% in the opinion polls. But it wasn't enough. So, away from the cameras, the Kremlin created a committee of support for the Prime Minister. It was basically a campaign staff for Putin. He was given the full support of the state machine, money, and the best spin doctors, like Ksenia Ponomaryova, the ex-chief of Channel One. Сейчас непонятно, что будет с Грозным. Ну что, мы берем их измором, стоим там всю зиму, пока не высохнут все и не опадут? Или в чем тактика, что делать с Грозным? Знаете, что касается тактики, то это дело военных. И я бы не хотел вдаваться в детали. Хотя есть различные варианты развития ситуации. Какой у него политический The conflict in Chechnya was an integral part. Здесь Путин, организовав взрывы, заказав эти взрывы, призвав русский народ, он и на месте, где взорвал на Каширке дом, где он, на Гурьянова, куда он приезжал, потом вот в Индонезии, или где он, в Ирландии, или не помню, где он там находится, где он называет террористов бешеные, если звери, то это бешеные звери. И что это должно не государство, а народ это делать, да? Не органы власти, то есть, а весь народ, русский народ должен топить в крови чеченцев. Призвав, объединив всех, он, как матерый КГБшник, самоотстраняется и передает это военным. Как вы видите, он тут говорит, ну это должна заниматься армия. Хотя и армия, спецслужбы этим занимаются. И это его как бы не касается. И главнокомандующего это не волнует. Но в принципе военные этим и занимались. Больше всего людей убило там ГРУ, чем ФСБ. Хотя все организовало, стравило, запустило. Это, конечно же, было ФСБ. А дальше вот этот садистский свой механизм продолжила именно ГРУ. Так, дальше, возвращаясь к этой теме, чтобы потом можно было обрезать это видео, и мы смогли из этого сделать отдельное видео, я смог сделать из этого отдельного видео, конечно же, нужно для этого, для полного, как говорится, доказательства, для полной ясности, для полной ясности картинки, показать выступление Владимира Жириновского, который 17 сентября 1999 года, день взрыва дома Волгодонский, пленарное заседание, то есть 17 сентября 1999, когда взорвали дом, об этом Жириновский узнает, приходит в Государственную Думу и обращается к председателю Государственной Думы Геннадию Селезневу о том, что тот, Геннадий Селезнев, 13-го, то есть за 4 дня до этого, сейчас 17-е, он это говорит 13-го, что вы сообщили о взрыве дома в Волгодонске. Если бы в России было бы 2 города, там, Москва и Волгодонск, можно подумать, что ошибся как-то. Но когда в России их 1000 этих городов, то это нельзя списать там на какую-нибудь случайную оговорку. Ну давайте послушаем. Это тоже, вы многие это все видели, но это должно остаться у нас в архиве. Давайте фракция обменяемся мнениями, как нам сегодняшним этим вопросом поступить. Владимир Вольфович. Оставьте в покое сегодня наших министров. Мы же видите, что происходит в стране. Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам в понедельник сказали, что дом Волгодонский взорван за 3 дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать. Если Государственная Дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг.
И в это время мы с вами занимаемся совсем другими делами. Давайте этим займемся лучше. Как это произошло, что вам докладывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом, и что администрация Ростовской области не знала об этом, что вам об этом доложили? Все спят, через 3 дня взрывают, тогда начинают принимать меры. Вчера вы очень хорошо говорили о смене руководства Транснефти. А в это время сейчас рабочие в Красноярске отбиваются от такого же ОМОНа, когда Лебедь пытается захватить предприятие, уже давно приватизированное. Давайте быть без двойных стандартов. Если вас интересует Транснефть, других рабочих. Владимир Вольфович, нас все должно интересовать с вами. Там, где царит беззаконие, мы должны вмешиваться. Давайте этот вопрос снимем. Да, хорошо, я понял позицию вашей фракции. Сергей Николаевич, пожалуйста, решите. Реагировать на ситуацию. Вот в Волгодонске произошло, где 6 депутатов фракции КПРФ. Они должны выехать туда и помогать, раз там спят местные органы и ждут, когда мы в Москве уже знали за 3 дня в среде. Они только проснулись, когда прогремело. Поэтому вот не годится такой стиль работы, Геннадий Николаевич. Не годится. Это чудовищно, депутат Жириновский. Вы постараетесь, чтобы вы проиграли в своем округе. Вот этот горе-полковник бутафорный, фамилия которому Жириновский. Вот это враг номер 1 российской армии. Вот таких полковников к стенке надо было ставить. Или когда наши дети будут там служить, вот служат, 2-й год, срочную службу готовятся к Дагестану, защищать такого подонка. Все, Александр Николаевич, достаточно. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, успокойтесь. Александр Николаевич. Светлана Петровна, пожалуйста, горячего. Уважаемые депутаты, я прошу вас проголосовать за решение Владимира Владимира Вольфовича Жириновского лишили слова, конечно же, на месяц. Но прошло небольшой отрезок времени. Как вы видите, на этом видео Жириновский сидит в зале, да, в депутатском, на своем депутатском месте. Но после того, как Жириновский этот вопрос поднял, его наградили и дали ему должность зама спикера Государственной Думы. И на этом посту Владимир Жириновский, который за 307 жизней русских граждан получил этот пост, просидел до 11 или 12 года на этом посту. Ну вот, удачно выторговал, как говорится, себе место в Государственной Думе. Владимира Вольфовича Жириновского слово на месяц. Прошу проголосовать. Тише, тише. С карточек. Покажите результат. Решение принято. Единогласно, вы обратили внимание, единогласно. Все проголосовали депутаты. Задал вопрос просто: взрыв дома. Ну о чем говорить? А кто тогда будет в этом разбираться? Вы видели? Жириновского лишили слова, и все были за. Ни одного против не было. Вот и все. Вот вся Государственная Дума была за то, чтобы этих людей убили, взорвали, своих россиян взорвали, и не говорили об этом. Обвинили в этом чеченцев и начали войну. И Жириновский не интересовался этими 307 людьми. Жириновский старый КГБшный кадр, который во время развала Советского Союза, как сейчас, во время развала России, предполагаемого развала, хотя Гарри Табор говорит, что они этого не хотят, но я буду очень на это надеяться, что это произойдет, даже если не хотят. Создаются сейчас такие же, как Жириновские. Да, и когда Жириновского создал, как говорят, Крючков, что ли, или Андропов, по-моему, Крючков. Этот председатель КГБ СССР такой был. И, конечно же, это такой матерый, да, гибнюк.
И вот такие гибнюки вроде там Навального и других тоже сейчас создаются и дальше будут создаваться. И будут делаться. Но вот у меня возникает вопрос. Ладно, там, американцы, там, европейцы согласны с тем, что Навальный сменит Путина. И есть КГБ, еще где-то там люди, которых называют они у себя там либералы там, и так далее, которые хотят сместить Путина, что абсолютно неправда. И никто не даст сместить. Да, есть люди, которые в сторону Запада смотрят, думают в сторону Запада, но они в сторону Запада смотрят не как честные, чистые, гуманные люди, демократы. Они смотрят на Запад, как бы сейчас выкрутиться из этой ситуации и сохранить вот этот фашистский свой режим. И вот создавая вот этого Навального, ведь должны же понимать, и Ельцин, вот сейчас Навальный в Германию приехал и спел песенку на немецком языке. На немецком видели вы эту песенку? И он ее так поет, давая понять своим людям в России, своим фашистам, своим товарищам. Ну, это мое чисто, сугубо мое личное мнение, да, которое сложилось, прослушав это видео, где Навальный на немецком поет какую-то немецкую песенку. Он ее поет, ну, как будто к ему виску переставили пистолет. Никаких эмоций, вот так, таким ярко выраженным русским акцентом. Но тем самым он дает показать здешним, что вот я за вас там и так далее, и так далее. Ведь Ельцин тоже приезжал в Сенат и тоже говорил: Боже, храни Америку и так далее. Но что в итоге получилось? Сейчас, я в этом нисколько не сомневаюсь, коронавирус, дело детища российских спецслужб, Путина в первую очередь и Патрушева. Уже сотни тысяч людей в Америке, только в Америке, а так миллионы людей уже умерло от коронавируса. Открыто, конечно, Путин боится, как подбаивается Америку и правильно делает. Но они вот таким образом предают. А сейчас Навального, которого поддерживают, например, немцы, да, Меркель и Байден его поддерживал, и американцы уже видно его поддерживают. Они, наверное, таким образом хотят раскачать ситуацию. Может быть, я просто не знаю. Я владею ограниченным количеством информации, поэтому я делаю вывод только из того, что вот из открытых источников, никакого там инсайда, ни какой-нибудь там такой инсайдерской информации у меня нет. И вот получается, выходит Навальный, выводит людей, этих людей вычисляют, самых активных, всех начальников штабов, руководителей штабов по всей России переписывают, их будут в первую очередь вербовать, сажать, пугать, бить и так далее. И получается, режим Путина укрепляется, а не расшатывается. Ведь нет достойных лозунгов, и вот максимум, что мог вывести Навальный, вот то, что он вывел, эти люди в основном, да, некоторая часть из них радикализируется и будут уже понимать, что бесполезно одними фонариками что-то решать, или снежками, или стоять на коленях и говорить: не бейте нас. Это не выход. Но с другой стороны, все, что имеется, уже все зачищено, подсчитано, и начнется ликвидация всего. И Путина никто не свергает. Не знаю, это, наверное, сказать, сложные свои игры, но ничего хорошего для Америки и для Германии это не несет. Да, смена Путина это супер, это хорошо. Но смена вывески, покраска просто. Покрасят стену. Та же тюрьма, она остается. И нам, заинтересованным людям, украинцам, грузинам, чеченцам,
ну, всем остальным, казахам, странам Балтии, всем якутам, кто живет у нас там на Кавказе, всех, кто заинтересован в уничтожении тюрьмы народов, для того, чтобы люди получили права и свободы, они должны объединяться. Нам никто не поможет, ни Запад, ни Юг, ни Север, ни Восток. Только мы сами. И если мы что-то будем делать, и нас будут считать какой-то реальной силой, вот тогда нам начнут, чтобы поиметь какую-то от нас выгоду, начнут вот тогда к нам притягиваться. А до тех пор они сами будут вот эти свои, вести разные свои эти провокации и спецоперации. Ну, давайте я вам покажу Валерию Ильиничну Новодворскую, которую тоже нужно обязательно увидеть и послушать. Которой уже нет, к большому сожалению. Великая женщина, диссидент, очень красивая молодая девушка, которая попала за стенки карательной психиатрии в Советском Союзе, где ее признали сумасшедшей. Тогда считалось, что если вы считаете, что советский режим это плохой режим, там что-то не так, то вы сумасшедшие. Ну, приблизительно то же самое сейчас происходит в России. Сейчас пока это происходит в Чечне, говорят, тебе бес вселился там, и тоже пытаются лечить, хотя это у них не так поставлено на поток, как это было в советское время. Но я думаю, к этому они уже потихоньку подходят и подойдут. Ну, давайте послушаем Валерию Ильиничну. О взрывах домов, печальный юбилей, да, на улице Гурьянова. Во-первых, с чего бы это вдруг? Чечня была де-факто независима, правда, без денег, правда, в общем, экономической блокаде. Но почему надо было взрывать дома тогда, а не во время Первой Чеченской, казалось бы? Логика где? Искать повода для Второй Чеченской, так ведь это было совершенно невыгодно чеченцам. Это было выгодно совсем другим структурам. И если посмотреть, кто воспользовался взрывами домов, и почему началась Вторая Чеченская, и почему Путин стал президентом, и как полез вверх его рейтинг по воле совершенно растленного народа, который решил сплотиться вокруг своего просвещенного руководителя, обещавшего мочить всех в сортире. И если вспомнить объяснение, которое власть давала, безумное совершенно объяснение, когда их поймали с поличным в Ростове, в Рязани, вернее, в этом подвале с сахаром, то они все отрицали, что, мол, это клевета и фальсификация, то вдруг оказывалось, что это операция спецслужб, то потом выяснялось, что это была штука, что-то вроде учения и тревоги. А Селезнев, с чего бы это перепутал город и улицу, и дом, зачитал не ту телеграмму в Государственной Думе. Откуда он мог знать, что через 3 дня взорвется и там? Есть косвенные доказательства, за которые, ну, не отправляют на эшафот, но которых, в принципе, для истории достаточно. Косвенных доказательств достаточно, что дома взрывали наши спецслужбы. Это выяснится лет через 200, если, конечно, в России переменится власть. Даже на Западе они испугались этой идеи, что российская власть на это способна. Я встречала людей, которые не хотели верить, что и Аня Политковская, и Сергей Юшенков погибли, и даже Литвиненко, хотя здесь, по-моему, точно известно, погибли от славной чекистской руки. Потому что если это признать, как подавать руку, как включать 8, как дальше покупать этот газ и эту нефть, как с ними сотрудничать? Идет война. Война власти против общества.
А общество корчится от ужаса, сворачивается в клубок и не хочет отдать себе отчет. И не только плебс, там чернь, охлос, но ведь и политическая элита, даже оппозиционная, боится отдать себе в этом отчет. Потому что после этого в чем будет заключаться деятельность? Как сидеть тогда в общественной палате? Как работать в этой Медведевской комиссии? И я думаю, что вот тот номер, который мы сделали, способен просветить некоторые неразумные умы, которые все пытаются спрятаться за какую-то надежду, там, за веру, за надежду, за любовь. Но вот здесь, к сожалению, в основе лежит не София, то есть не мудрость, а трусость. Только трусость и больше ничего. Совершенно верно. Только трусость и больше ничего. Валерия Ильинична побывала у многих, ну, не знаю, во многих или нет, но у самых известных психиатров. Ее пытали, ей кололи, там разные транквилизаторы, и очень сильно испортили ей здоровье. И, возможно, даже вот сейчас в конце ее уже убили. Но она не боялась, и мы не боимся. Так как КГБ, русским спецслужбам нужен от нас страх. Они могут получить от нас все, что угодно, кроме страха. Это им не подвластно. Далмула. Так, и на этом про взрывы домов мы прекращаем. Переходим к вашим вопросам. И комментариям. Так, сколько мы уже? Час в эфире? Час 10. Отлично. Так, я немножко перемотаю. Так, чеченский след, рязанский сахар. Охотничий патрон приобретен сотрудниками ФСБ в магазине Рязани для муляжа взрывателя. Да, и знаете, вот эти ФСБшники потом провели конференцию. Я покажу сейчас, ее у меня нет, чтобы подготовлено вам ее показать. Провели конференцию старые ветераны ФСБ, это Вымпела, что ли, или Витязя, как у них там они называются. И сказали, что вот они в 20 часов вечера, в 8 часов вечера выехали в Рязань 22 декабря. Закупили мешки на рынке, муляж, патрон тот самый, и предоставили фотографию, где они на рынке покупают сахар, мешки с сахаром. Но потом возник такой логичный вопрос. Если вы 22 сентября выезжаете, 8 часов вечера, выезжаете до Рязани, это там 300-350 километров, наверное, где-то, может, 450, по-моему, 350. Минимум ехать 3,5-3 часа. Значит, вы должны быть в 11 или около 12 только в Рязани. Какой рынок работает в Рязани до 12 ночи? И почему фотографию, которую представили, она сделана днем, да, есть дневное освещение. Какой магазин охотничий работает до 12 ночи или до 11 ночи? Ни один. Конечно же, это все нужно собирать, систематизировать всю эту информацию. И, конечно же, есть еще факты, и еще свидетели появятся всему этому. Если будет честное, независимое разбирательство. Но в России это никому не нужно. Русские боятся. Они даже пытаются как-то говорить, им это не нужно. Не нужно им, не нужно европейцам и американцам. Зачем им это нужно? Им нужно быть святее Папы Римского, если русские сами за своих русских ничего не делают. Если Государственная Дума лишает Жириновского за этот вопрос единым голосованием голоса на месяц, потом Жириновский выторговывает себе место и также продолжает жить. Поэтому Жириновский ничем не лучше тех, кто проголосовал против него. Ну вот, такого плана ситуация в России. Но мы будем говорить, И я уверен, что голосов будет все больше и больше
да, мула по этому поводу. Пока не так много, правда. Межидов Кюра. Рашид, Европа – это внутреннее дело России, как предупреждал провидец Дудаев. Да, теперь мы можем сказать, Европа – это внутреннее дело России. Европа уже стала внутренним делом России. Так, Лиам Нокенин. Машите кулаками после трехдневной войны. Вы у всех народа. Так, это... Как найти? Асан, попробуй сделать стрим с Закаевым, если он согласится. Можно даже и так, если что. Закаев может не отвечать на неудобные пока вопросы. Закаевым я уже много раз говорил, как найти. А Ахмед Закаев сам мне говорил, давай, Асан, все, давай сейчас сделаем с тобой стрим, поговорим. И все. И до этого говорил, что сделает. А потом уже сам я ничего не говорил. Поэтому Ахмед Закаев по какой-то причине не хочет давать мне интервью. Фейгину, русскому националисту, всем подряд он дает интервью. Мне он не дает интервью. Не знаю, с чем связано. Связано это с агентом Тузиком, что вот я хочу их вытянуть, Ахмеда Закаева. Потому что вокруг Ахмеда Закаева есть люди, которые советуют, что я очень плохой, что я это... Меня обманывали, мной пытались как-то манипулировать. И за то, что я не дал собой манипулировать, я для них стал плохой. И может быть с этим это связано. Может еще какие-то дела. Но я Ахмеду Закаеву доверяю. Я имею в виду, что я ему абсолютно 100% доверяю, как своему руководителю своей страны. У меня есть мнение, у меня есть свое я и так далее, но если он так считает нужным, все, я с этим согласен. Звать я его больше не буду. Я его и звал, и он без того, как я звал, сам предлагал. Я его больше звать не буду. Захочет он сам. Мой канал открыт для всех честных, порядочных людей, тем более для нашего премьер-министра. Но больше я звать его не буду. Развернуто, подробно я рассказал всю ситуацию. Эх, не тот уж шариат в Европе. Оперативно десантируемся в Судан и Сомали, говорит Мождан. Так, Межидов Кюра. Аслан, проблема эта сложная, и она неизбежно заставляет нас обратиться к теме отношений между исламом и секуляризмом. Можно обращаться, я не знаю, о какой проблеме ты говоришь, но переходить от защиты наших прав к исламу и секуляризму я считаю неправильным. Мы 100% чеченцы мусульмане, да, по крайней мере декларируем, что мы мусульмане. И мне обсуждать религию, которой я не очень разбираюсь. Хотя люди, которые разбираются не больше меня, считают себя большими специалистами в религии и начинают там, главное сказать там иншаллах там, и так далее, и так далее. Цундейла, это не касается ислама и секуляризма. Касается только деоккупации нашей страны. Это касается привлечения к ответственности виновных в преступлениях против, массовых преступлениях против граждан Чеченской Республики, всех национальностей и всех религий. Вот такого плана вещи. Ну ладно, я не считаю, что это проблема только в исламе и секуляризме, или светском государстве, как его называют еще по-другому. Так. Межидов Кюра. Аслан, проблема это сложно. Так, это я уже читал. Iron Man, Аслан, а сотником когда стрим проведете? Ну, сотник меня не приглашал никогда, поэтому сотника самого редко кто приглашает, потому что он занимается другой работой. Поэтому я готов с сотником общаться, если он позовет. Так. Мария, Аслан, наши народы будут свободны, и Калмыкия, и Ичкерия. У вас, к сожалению, еще
не так много смотрят калмыки. Главное, чтобы народы России не доверяли русской пропаганде, а смотрели таких, как вы. Спасибо, Мария. Распространяйте наши видео. Все, что я могу сказать, распространяйте. И да, давайте. Калмыками у меня очень хорошие дружеские отношения еще со студенческих лет. И с удовольствием. И вы абсолютно правы. Да? Мы не должны смотреть пропаганду, русскую пропаганду. Как найти, Асланлос, как-никак за счет сахара Путин русских с колен поднял, но Рязанский не получил. Чеченский след, Рязанский сахар. Ставим лайки и подписываемся на канал Реалити. Распространяйте наши видео, распространяйте. Так, Лиам Ноукинин, Заза Чедешвили схлестнулся. Я вас прошу, не ругайтесь, господа. По крайней мере, у нас тут не ругайтесь. Мы пытаемся все народы объединить. И если Заза или кто-то другой оскорбляет чеченцев, где-то он это делает, я, правда, не слышал это, я не знаю, кто этот Заза, это злой грузин, наверное, этот Заза, да, если мне говорят, что это он пишет, то никого не красит оскорблять целые народы, да, тем более незаслуженно. И вам советую не ругаться. Ночи, ассаламу алейкум, Аслан. Звать не буду Маэл, Савежи Мадувай, Вай Мостаги, Вай Барцахилара, Шику Коларан, Куюсва. Ва алейкум салам. Валла, Вай Вежри Маду, Амад Закаяс, Бохчун Тяхсу Хирамау, пока Раскшство Аллах Сунтус Далалце, из Вейру Аль Соцхаграм Шекват, Далму Вайвера Ват, Тах Султя Соцуна Тишау, именно Рашцахила, с кай аржи бедат, Расксу я Раскшват, Раскшен Пайдбешу я Раскшен Пайдбешват. И вовен, Туса Раскастеши. Шиицахил Шируқахил Хоране, но Раскшицахилшан. Ама да Далму Ласпиру дне легче ут он бинау политики Ахиллау опытный сагау, Аслоршау, Сотиш сагау. Тудеса Элхум дать. Но аз кой карвац бовы, а значит кой карвац. Ца кой карвац. Ва луак шаву кайх визак аз кой каруки, аз кайкан бос. Юг сай хветтел бос. Аз ихун бо, сю критан шрена аз эллир. Аз вогару эллацуа. Аз син хоттарду. И вогару аз нарик амел мадини, публично. Цусэгдин долмел. Цундела аз кой карвац бо бадек дабо, аз нэран эйс эш сабютти дахай. Я сказал, что вогару цавиан. Все, никаких проблем. Соцсеч, духу шир канал, духу войш сагой. Так, есть момент там, на самом-то деле. Агент Тузик ицдек. Агент Тузик хави анждуин, да, атаки. С первых дней Грузия волждуин, да, цун атаки. Сот сунт волж закавин атаки. Сом интересный вот. Хитцит волвер социально уже более уже интересных. До тех пор, как бы, Закаев, правительство, Закаев как человек, Вай Айдалду, Вай Дисан после геноцида, тяжелейшего положения, Вай Дисан, и Вай Айдалду, важный, и Айдал Адахеш, Бугаски. Так, за тузики, тихум, Охтельчат, Шацуюхи, Узвой Тиш, Аташхел Мек Закаев. Я не знаю, он ташу. Но это меня вообще... Соцханни узеш ват сот тузик цанау агенту бо цат болча вош соук ава это ну бо ас шут сун и бош аштеш шухудешду алла арсон цунare шухудешду шу мичаду шу хал засадный батальон шу мичаю шу ар шишо дукин уже шишо качес мичаду шу хешма да цазакаю приялся букус хешви уже ца ашбол от предательш
اشتاتقسق ولاقي واتسيغا خبرش ديوچو سوتقان يقعتات بيش تير نخابو غاسقي نختويس سودلا изасадный батальон шуй ашбол хумацадеш ашбол цега тоже тахович семнени хайт мадизи хайт адиз да аладиз нацелж цапитер нах خالق قليلة نوخش عيدلا بوسوب عيدلا حيشنس كيدي مرزي خلبوز مستوشنس استروجي خلبوز يغتسو رجع خلبو حشيت كيدي مرزي خلبوز هرم عودلو شش نخيج بما بوي تيوق عبوش دين بيسناجو نخلبويزي ويزوشي غلاويز يا צורך שבא צריך שעויתם רלויז. Умадать, дигнак хиду. Так что войнук абарта бушун амад закавин, вовчун те аушун со. Ну саймнение с эду ханна президент тиг вала, тиг милла вала, саймнение, он даже войнох чиду, войнох саймнение эл вахи эну. Син целектор, дуни дега. Тундел, да эл мадизи. Так, давайте почитаем, что вы пишете. Жамайлов. В Европе выгоднее покупать у них нефть и газ, чем ссориться из-за чеченцев или из-за оппозиции. Да, абсолютно так. Абсолютно так. Но знаете, в чем наша сила, о которой я уже 2 года нам твержу, что у нас сила, потенциал. Мы здесь все языки знаем, мы можем объединяться, создавать ячейки. Самое главное – это выход на улицы, показать наше количество. Это в демократическом обществе самое главное. Именно потому, что выход на улицу, митинги – это самое главное, именно поэтому в нам внедрялось, задумайтесь только, чеченцы, мусульмане, что выходить на митинги – это харам, что это нельзя делать, что это и так далее. Это говорят людям, которые больше всего митингуют. Мусульмане – это самые митингующие люди. Каждую пятницу они проводят митинг перед началом молитвы, да, обсуждения хозяйственных, социальных, каких-нибудь других споров, экономических, политических в том числе. Если это общество свободное, то можно обсуждать в мечети и политические вещи. Потом, если же есть какое-то недовольство, эти люди с разных мечетей в пятницу после молитвы уходят, объединяются и продолжают уже на улице митинговать. И нам рассказывали, что митинговать – это самый большой грех. Нельзя это делать, потому что здесь это показывать нехорошо. Вот люди начали задумываться, что все-таки надо выходить и митинговать и так далее. Поэтому мы здесь имеем такой потенциал. Этого потенциала у других нет. У других народов, которые проживают в России. Ну, кроме, может быть, русских. Ну, или русских немцев, русских евреев, там, которые здесь приехали. Но они в основном русские. И они тут их объединили, спецслужбы, КГБ, ими управляют и работают, у них все нормально. И нам, чеченцам, нужно для этого объединиться и оказывать законное воздействие законными методами, демократическими методами на местные власти. Для этого нам нужно выходить на митинги. Именно этим занимаются Хусейн Исханов, другие люди, когда выводят. И не просто отдельно чеченцы должны выходить. Мы должны, например, здесь в Германии общаться там с правозащитными другими организациями, выходить на их митинги, завязывать с ними отношения, как это делают в Австрии Хусейн Исханов и его товарищи, и наши товарищи. И вместе это делать. И вот так выводить, писать, конечно же, петиции, писать разные обращения к депутатам и так далее, и так далее, и так далее. Вот такого плана. Но мы, чеченцы, нам нужно домой ездить, мы дома строить нужно, там, дома родственники, ну и так далее, и так далее. Все говорят, вот сейчас я бы вышел бы, показал бы всем. Дома родственники, вот я не могу. Вот все он сделал бы, вот если дома родственников не было.
Готов он умереть, пожертвовать собой готов. Но вот дома родственники, не может он пока. И Маоливой. И в этом, да, это тоже правда есть, отчасти это правда есть. Но у всех ведь есть родственники, да, у всех есть родственники. В конце концов, если ты готов пожертвовать своей жизнью, вывези этих родственников, по крайней мере, ближайших. Ну и давай, действуй. Не действует. Не действует. Так, как найти? Амед Закаев Ладуш Уйго. Я его шун асланц. Так что ждем лером. Я просто обещал, что будет эфир с ним. Поэтому я сказал, что будет. Потом мне задают вопрос. В конце концов я сказал, слушайте, не идет человек, что я могу сделать? Я сказал, даже давно я с ним не общался. И нету такого постоянно этой темы обсуждения. 1-2 раза вот затронули эту тему, все. И больше я к ней не возвращался и не собираюсь возвращаться. Асна, я слышал, что уже сломали тех ребят, что депортировал Украина в Россию. Ты знаешь что-нибудь? О каких ребятах ты говоришь? Лиам Наукинен. О каких ребятах ты говоришь? То, что Тумгоева Тимура избили и дали большой срок, 18 лет, да, об этом я знаю. Кого больше Россия выдала, я не знаю. Украина выдала. Так. Время у нас уже истекает. Так, Асан, что про людей из батальона шейха Мансура, которые депортировали в Россию? Почему Мансур Чеберлоевский не выступает на телевидении? Ну, раз не выступают, значит там все тихо и вроде бы разбираются. Вот такая вот ситуация. Если будет какая-то информация, конечно, обязательно все буду держать в известности, если поступит такая информация. Асна, я понимаю твое отношение к злому грузину, но в действительности он в большинстве своем о народах Кавказа говорит правду. Он и за мой народ много ни мало говорил, и в большинстве своем он прав. Я к злому грузину вообще, мне говорили, что он там на чеченцев что-то плохо говорит. Я лично не слышал. Я не все, конечно, смотрел его, но я не слышал, чтобы он там, наоборот, я видел вот сейчас последнее видео, где он с одним дагестанцем говорит, и да, эмоционально, но все по делу, как есть, просто наорал, накричал и порвал его. Ну, короче говоря, вот такое вот дело. Так. Дайте, господа, я перед тем, я вам хотел показать кое-что другое. Ну, в принципе, время у нас уже истекло. И я бы хотел наш сегодняшний эфир закончить видео. Сейчас, подождите, я его сделаю поменьше, чтобы нам какой-нибудь страйк не прилетел. Или предупреждение. Я хочу вам показать видео с завода Mercedes по производству 221-го Мерседеса. 222-го Мерседес, нового Мерседес 21 года. Я вам это показываю, я вам часто показываю, еще покажу Boston Technology, про роботов, которые создаются, про дроны, про компьютеры, вы все это знаете. Мир шагает семимильными шагами, одни мы пытаемся там закупить у них Мерседес, у немцев, допустим, и думать, что вот, ну, все очень круто, я великий человек. Хотя, конечно же, далеко это до величия, покупая чужое
производство, чужое произведение искусства, можно сказать, этот Мерседес. Но вот этим хвастаются, да, что вот я смог купить это. Мир движется, и технологичный мир, да, когда-то, когда с луков и стрел стреляли, появился порох, появились пушки, ядро, и на расстоянии можно было, не подпуская вот этих стрелочников или с копьями, или с мечами, людей уничтожать. И цивилизация таким образом, технологическое развитие таким образом побеждало тех, кто технологически отставшись. И так будет всегда. И так будет всегда. Вот все 1000 лет существования истории так было, и так будет дальше. И сегодня Америка, Запад имеют такие технологии, которые для того, чтобы их выучить, чтобы подготовиться, нужны десятки лет, чтобы подготовить достойных специалистов. Имея все вот эти секреты, эти знания, еще через 10 или 20 лет эти страны будут полностью всем управлять и контролировать. В том числе наши телефоны возьмите. Телефонами нас полностью контролируют. Да, все, что вы делаете, где вы были. Посмотрите расследование Bellingcat. Я это по расследованиям и так это все прекрасно видел и знаю. Но для тех, кто видит, знает, можете посмотреть, как расследуется Bellingcat. Много лет назад вы были в аэропорту, вы были там, тут. По биллингу, где вы находились, вас определяют. Вся ваша жизнь определена. Вы можете забыть уже, что вам когда-то нравилось, или вы хотели совершить преступление, готовились к этому преступлению из-за каких-либо там сиюминутных там гневных эмоций, готовились там, или еще по каким-нибудь причинам. Потом вы передумали. Сегодня вам нравилось белое, а завтра вам нравится там черное или красное или там, серо-буро-малиновое. Но уже это все осталось, и вы искали это в интернете, ваши фото, видео есть. Как определяют на митингах людей? Достаточно просто попасть в кадр. В течение нескольких секунд или минут определяется, раньше нужен был отпечаток пальца, да, чтобы точно так же определить. И отпечаток этого пальца должен находиться в базе. И этот отпечаток нужно было там неделями копать, сверять и находить похожие эти отпечатки пальцев. И так определять преступника. Сейчас нужно несколько секунд или минут, если ваше фото имеется в интернете. Оно имеется. Даже если у вас этого фото нет в социальных сетях там и где-то, вы себя фотографируете, эту фотку отправляете кому-то по WhatsApp, по там, Телеграмму или еще чему-то. Телеграм ФСБшная, напоминаю, не пользуйтесь. Так вот, теперь нас определить, установить, выяснить, где мы были, что мы делали, это не составляет никакого труда. Технология, если дойдет до того, что технологичные страны станут похожими хоть чуть-чуть на Россию, что меня на самом деле беспокоит очень сильно, то мы все будем полностью под контролем. Кто не согласен, тот уедет в места не столь отдаленные, кто очень не согласен, будет ликвидирован и так далее, и так далее, и так далее. Мир движется в этом направлении. И нам нужно тоже развиваться. И самое главное, как говорит мой отец, как говорит Хусейн Исханов постоянно, учиться, учиться и учиться. Мы должны все время учиться и развиваться. И вот я вам сейчас хочу показать завод. Это один завод, это обычный Мерседес завод. Ну, не обычный, конечно. Есть заводы Тесла, есть другие заводы, которые я вам тоже буду показывать. Как это все работает, на каком уровне находится это все. Посмотрите, какая чистота, какой порядок. Это буквально займет там минут 10. И на это, может быть, я даже вам до конца не дам посмотреть. Вы сами можете потом в интернете посмотреть. Ну, несколько минут хотя бы посмотрите. А так, спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. И все будет Ичкерия. Ассаламу алейкум. Адикюэль маш ойль.